за Украину, за мусульман Украины, за мусульман Крыма, за наших братьев крымских татар. Мы просим Всевышнего Аллаха укрепить наших братьев в Крыму и укрепить наших братьев во всей Украине. Мы просим скорейшей помощи и победы и поддержки для наших братьев в Украине и Крыму, чтобы мир снова воцарился на нашей земле, и мы снова объединились как одна умма мусульман Украины. Это уже второй Курбан-байрам, который я, к великому сожалению, вынужден отмечать и молиться за пределами Крыма. Я сегодня в беседе со своими единоверцами говорил о том, что Аллах не изменен своей милости, и даже тогда, когда Он посылает нам испытания, через них мы получаем милость. Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что в наиближайшее время мы снова, все мусульмане, соберемся в Крыму, все, кто связан с Крымом, кто родился, кто жил там. И, разумеется, от этого наша радость и от Ураза-байрам, и Курбан-байрам будет намного такой большей, поскольку, как бы там ни было, человек, он по-своему слаб, и сегодня вместе с радостью я испытываю некоторую такую, знаете, горечь от того, что на нашей земле чужие. И мы воспринимаем это все посланное нам, мы делаем все, чтобы земля наша вновь стала чистою, и мы через это будем сильными. І от в этом є милость Аллаха. Ті кримські татари, що є в Україні, на контрольованій Україною території, вони вільно сповідують свою релігію через те, що в Україні взагалі дуже великий рівень релігійної свободи. А от що відбувається в окупованому Криму, я можу лише здогадуватися. Через те, що там відбуло ці вилучення релігійної літератури, були виклики імамів і релігійних діячів на допити. Все це створює не дуже добру атмосферу страху, нервозності. Конечно, тревожное чувство есть, у него этого чувства и у этой атмосферы есть объективные причины, как бы мы, в принципе, все знаем. Я надеюсь, Аллах Субхану ва Тааля, по его мудрости все это происходит. Эти испытания, иншаллах, сделают мусульман сильнее. В прошлом году этот праздник я отмечал дома и в кругу своей большой семьи, с родителями супруги, со всеми близкими. Но получилось так, что этот праздник в этом году мне приходится отпраздновать здесь, в Киеве, далеко от своей родины, далеко от своих близких. Но слава Всевышнему, что сейчас семья моя здесь, я имею в виду супругу и моих детей. Поэтому я всей души поздравляю с праздником и желаю, чтобы в этом мире было больше мира, добра и любви.